Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Интересуясь ходом рассмотрения резонансных уголовных дел, мы нередко слышим или читаем в средствах массовой информации, что дело рассмотрено или будет рассмотрено в особом порядке. Что означает особый порядок, при каких обстоятельствах он возможен, не ущемляет ли он права потерпевших и какие изменения произошли в законодательстве, которые регулируют применение особого порядка уголовного судопроизводства в последнее время. Об этом мы сегодня поговорим с прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики, советником юстиции Натальей Докторовой. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и для начала, что означает особый порядок рассмотрения уголовных дел и как часто он применяется на практике? Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением применяется судами уже более 17 лет. Смысл данного порядка заключается в экономии времени, сил и средств в процессе, что значительно ускоряет процедуру уголовного судопроизводства на судебной стадии. Проще говоря, особый порядок в суде – это процедура, во время которой не исследуются доказательства вины подсудимого, поскольку он совсем согласен и не настаивает на тщательном рассмотрении уголовного дела в судебном разбирательстве. В первом полугодии текущего года судами республики с вынесением итоговых решений рассмотрено 2536 уголовных дел, из них 773 дела рассмотрены в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, что составляет 30% от общего числа рассмотренных дел. В прошлом году в таком порядке было рассмотрено порядка 38% дел. Наиболее часто такой порядок применялся по уголовным делам о преступлениях против собственности. Это преступления кражи, угоны, мошенничество, преступления против жизни и здоровья, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном и в крупном размере. Но вот кроме того, что обвиняемый полностью признает свою вину, при каких еще условиях суд применяет особый порядок принятия судебного решения? Особый порядок, как я уже говорила, представляет собой упрощенную форму судопроизводства и проводится при наличии следующих условий. Это прежде всего при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Проводится он только по ходатайству обвиняемого, который он может заявить на стадии ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования, либо на стадии предварительного слушания, назначенного судом по иным основаниям. Значит, суд, решая вопрос о возможности рассмотрения дела в особом порядке, должен удостовериться, должен проверить выполнение обязательных условий, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом. А именно, заявлено ли ходатайство обвиняемым в присутствии защитника, после консультации обязательной, которая проводится защитником, осознает ли обвиняемый порядок и последствия заявленного им ходатайства, а также отсутствует ли возражение потерпевшего, государственного обвинителя, проверяется обоснованность предъявленного обвинения и его подтверждение имеющимся в уголовном деле доказательствами и понимание обвиняемым существа обвинения, и обвиняемый должен быть полностью согласен с предъявленным ему обвинением. Значит, судебное заседание проводится без исследования доказательств в общем порядке, то есть не допрашиваются свидетели, подсудимые, потерпевшие, и не исследуются письменные доказательства, имеющиеся в деле и собранные органами предварительного следствия. Ну вот вы сказали, что обвиняемый должен осознавать характер последствия заявленного им ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Расскажите, какие эти последствия? В первую очередь, последствия рассмотрения дела в таком порядке касаются назначаемого наказания. Так, согласно части 5 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также части 7 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, срок назначаемого осужденному наказания не может превышать 2/3 максимального срока
и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи. Например, если лицо обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, наиболее строгое наказание ему будет грозить 5 лет лишения свободы. А если дело будет рассмотрено в особом порядке, то максимально возможное наказание составит 3 года 4 месяца. Во-вторых, в случае рассмотрения дела в особом порядке осужденные освобождаются от уплаты процессуальных издержек, например, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам за осуществление им защиты. И самое главное последствие – это постановленный в таком порядке приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела. То есть осужденный фактически лишается права в дальнейшем оспаривать обстоятельства совершенного им преступления, в том числе время, место, способ, последствия совершенного преступления и размер причиненного ущерба. Ну вот вы упомянули об изменениях в законодательстве. Какие изменения произошли в настоящее время? В соответствии с новыми изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, которые вступили в силу 31 июля этого года, особый порядок применяется только по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Ранее, до внесения изменений в особом порядке, могли быть рассмотрены уголовные дела о преступлениях, наказание за которые предусмотрено уголовным законом, не превышая 10 лет лишения свободы. То есть ранее могли быть рассмотрены в особом порядке и в отношении лиц, которые совершили тяжкое преступление. Эти изменения прежде всего связаны с тем, что дела о преступлениях, отнесенных в категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, являются особо сложными и требуют высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия, обеспечить которые возможно только при рассмотрении дела в общем порядке судопроизводства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном процессе. Кроме того, статьей 316 введены положения о том, что судья при рассмотрении уголовного дела в особом порядке может при наличии оснований вынести и не только приговор обвинительный, но и постановление о прекращении уголовного дела. Но можно ли говорить о том, что новый закон ухудшает положение подсудимого, и будет ли он применяться по уголовным делам, которые назначены в особом порядке до внесения изменений в законодательство? С точки зрения грозящего обвиняемого наказания, изменение в Уголовно-процессуальный кодекс в какой-то мере ухудшает его положение, поскольку он теряет право на льготное наказание, назначаемое при особом порядке, которое, как я уже говорила, не превышает 2/3 максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи. А с точки зрения права на полноценный состязательный процесс и на полноценный пересмотр дела в суде апелляционной инстанции, наоборот, улучшает. Процессуальный закон обратной силы не имеет, поэтому здесь важно обратить внимание не на вопрос наказания, а на момент назначения заседания. Здесь важен момент принятия решения о форме заседания. Поэтому назначенные до даты вступления в силу нового закона уголовные дела о тяжких преступлениях продолжают рассматриваться в таком же порядке, в котором они были назначены. Ну а если говорить о потерпевших лицах, то при применении особого порядка не ущемляются ли их процессуальные права? Как я уже говорила, одним из обязательных условий рассмотрения уголовного дела в особом порядке, принятия судебного решения, является согласие потерпевшего на это. И в случае заявления обвиняемым ходатайства об особом порядке судебного разбирательства, потерпевшему должны быть разъяснены процессуальные особенности такой формы уголовного судопроизводства, в том числе и положение закона о том, что рассмотрение уголовного дела в таком порядке возможно только при отсутствии их возражений. Несоблюдение данного требования закона, если последующим потерпевший заявит об этом нарушении, может послужить основанием к отмене приговора, постановленного в особом порядке. При этом закон не требует выяснения у потерпевшего мотивов, по которым эти лица возражают против постановления приговора без судебного разбирательства.
Таким образом, полагаю, что права потерпевших при рассмотрении дела в особом порядке никаким образом не ущемляются, тем более при рассмотрении уголовного дела в особом порядке при наличии соответствующих оснований на то суд рассматривает в том числе и гражданский иск потерпевшего. Наталья Анатольевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Это была программа «Актуальное интервью». О рассмотрении дел в особом порядке мы разговаривали с прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры республики, советником юстиции Натальей Докторовой. До встречи в эфире.